Захоронение находилось на высоком берегу реки Ассы напротив башенного комплекса Гаге-Галаш. Это был каменный ящик, сложенный из плотно подогнанных друг к другу сланцевых плит, внутри которых находились останки одного человека и большое количество предметов, принадлежавших ему. Это был железный шлем, склепанный из двух равных частей при помощи заклепок и горячей ковки. В нескольких местах шлема прослеживались явные механические повреждения. Кольчуга, некогда изнутри и снаружи обшитая плотной тканью с рукавами до локтя. Она имела высокий ворот, в левой части которого также имелись механические повреждения. Кольца кольчуги были разорваны. Металлические шарнирные налокотники, застегивавшиеся на две массивные пряжки. И богатый набор оружия. Боевой нож, сабля длиной 85 сантиметров, преднамеренно переломанная в 3 местах в соответствии с похоронными обычаями тех лет. Боевой лук и колчан с 30 сохранившимися наконечниками стрел. Было видно, что их владелец придавал большое значение именно этому виду вооружения. Стрелы в колчане располагались наконечниками вниз, в строго определенном порядке, в зависимости от функционального назначения. В этом погребении, кстати, у меня такое ощущение, что у него было все-таки не 1, а 2 колчана, судя по количеству наконечников стрел. Древко стрелы имело трехлопастное оперение, под которым находились полосы разного цвета. Цвет позволял определить вид наконечника стрелы, находившейся в колчане. 11 плоских и 19 узких граненых бронебойных, предназначенных для пробивания кожаных и металлических доспехов. Что же касается самого погребенного, это был мужчина ростом 180 сантиметров, скончавшийся от тяжелых ранений в возрасте 40-45 лет. При обследовании скелета было установлено, что его череп и грудная клетка были поражены клинковым оружием и стрелами. Здесь фрагменты черепа тоже присутствовали, которые показывали, что он не своей смертью, где-то в бою или в боестолкновении был убит. С достоинством погиб. То, что он неоднократно был в сражении, еще указывает предметы вооружения. Они носят следы многочисленных переделок, ремонта. Затем ученых ожидала еще одна очень важная находка. С ним в погребении обнаружены были 2 серебряные, очень редкие золотоордынские монеты хана Пулада. Эти монеты чеканились в Хаджи-Тархане во время правления Пулада с 1407 по 1410 год. Благодаря этой находке ученые смогли более или менее точно вычислить время жизни мужчины. Учитывая, что на момент смерти он находился в возрасте 40-45 лет, получалось, что жил он в конце XIV – начале XV веков. Но самое интересное нас ожидало при дальнейшем обследовании. Здесь же, в каменном ящике, мы обнаружили 2 кувшина, на которых одинаковыми буквами были с использованием древнегрузинского алфавита начертаны имя местного военачальника. Причем письмена сделаны по сырой глине до обжига, то есть на месте где-то здесь у нас непривозное. Фото надписей на Асон Таврули. Именно так называется старинный вариант грузинской письменности, на котором они были выполнены, были отправлены в Тбилиси, где их исследованием занялся Георгий Гагашидзе. В 1987 году я тогда был старшим научным сотрудником Музея искусств Грузии, прислали из Чечено-Ингушской автономной республики
снимок фрагмента кувшина. И на этом снимке, на этом фрагменте, на обломке этого кувшина была надпись, вычерченная надпись «Асом Таврули». И вот так читается эта надпись «Талерв». В языковом смысле я могу абсолютно чистой совести сказать, что слово «талер» в грузинском ничего не означает. Ну, наверное, я думаю, что все-таки это ингушское собственное имя. Грузинские специалисты оказались правы в своих предположениях. Если говорить об этом термине с точки зрения ингушского языка, с точки зрения ингушской ономастики, то это телар-в, то есть телар есть, это имя собственное. А есть целый ряд имен, ингушских традиционных старых имен, которые оканчиваются на лар. Это тилар, гулар, килар, джулар, есть и другие, их много, этих имен.